Здравствуйте, дорогие телезрители! И сегодня на нашем проспекте неспроста звучит самый знаменитый свадебный марш – марш Мендельсона. Ведь сегодня в эфире нашем мы поговорим с вами о самом ярком событии в жизни каждого человека. Мы говорим сегодня о свадьбе. И сегодня в нашей студии присутствуют эксперты, которые знают о свадьбах в нашем городе все и даже больше. Знакомьтесь, Ирина Камионка, редактор журнала «Свадебный Якутск», а также Мария Янушевская, креативный директор журнала «Свадебный Якутск». Здравствуйте, девушки. Здравствуйте. Вы у нас уже были на нашем таком ярком праздничном проспекте. Мы с вами говорили немножечко о свадьбах. Расскажите, несмотря на то, что на дворе у нас май, и, как говорится, никто не выходит замуж и не женится, потому что будут маяться всю жизнь, ваша работа кипит. Какие проекты у вас сейчас в самом разгаре? Буквально в нескольких слов. У нас очень много проектов, которые направлены на будущих молодожен, на уже людей, которые состояли в браке. Это у нас пара года, которая существует уже более 10 лет, «Бриллиантовая невеста». И мы надеемся, что у нас будет очень много участников. И сейчас у нас запускается новый проект, это «Свадебная жемчужина», которая... Ирина... «Свадебная жемчужина» — это у нас новый проект, достаточно большой, потому что внутри этого проекта планируется мини таких ивент-мероприятий, выставка, премия, награждение свадебных специалистов. Также участвуют подружки невесты, участвуют состоявшиеся жены и невесты. Будем сражаться в спортивных, кулинарных соревнованиях и так далее. Будет очень интересно, и поэтому... Конечно, мы всех невест приглашаем, всех девочек, чтобы они приходили к нам и участвовали. За новыми эмоциями, за новыми идеями, за новыми знаниями. То есть этот проект рассчитан именно на девушек, которые только собираются выйти замуж, либо на тех уже, кто в браке состоит уже на протяжении многих лет, да? Для смелых, активных, красивых, талантливых девушек. То есть у вас будет какая-то конкурсная программа там, да? Они будут состязаться в каких-то конкурсах? Конечно, конечно. И, конечно же, в конце, наверное, кто-то из них получит какие-то призы. Все да, верно? титул «Свадебная жемчужина», конечно, это... А какие основные требования, чтобы участвовать в этом конкурсе? На самом деле никаких основных требований таких нет. Это главное желание, главное быть невестой либо женой, ну и инициатива. Девушки, а на дворе весна. На дворе весна, и весна, как говорится, пора свадеб. Ну, когда после зимы мы, наверное, уже все проснулись, и вот в преддверии лета, да, поднимается ли у нас, вот, допустим, интерес именно к таким акциям, к таким проектам среди именно молодоженов, либо среди тех, кто у нас уже состоит в браке, как я сказала, уже давно, много лет? Вообще, есть ли у нас интерес к таким мероприятиям, или все-таки немножечко люди у нас еще после зимы не активны? Нет, активны, уже все, уже наши невесты проснулись, начинается как раз-таки самый такой яркий сезон в этом году. Да, в этом году свадеб много как никогда, и поэтому очень много красивых дат, свадебных дат именно, поэтому я считаю, что этот сезон будет свадебный бум такой, потому что очень много свадеб готовится, планируется сейчас. И по фэн-шуй очень хорошие даты. То есть мы ждем свадебный бум в нашем Якутске. Да, свадебный бум будет обязательно. Мы также его ждем на нашем проспекте. И раз уж мы затронули тему невесты, каждая невеста, наверное, готовится к этому мероприятию за долгое время, да? Вот подскажите, примерно, по вашему мнению, как эксперты, за сколько времени невеста должна позаботиться о своем внешнем виде? В внешнем виде, я так думаю, месяца за 2 точно. Это нужно сделать пробный макияж, это нужно найти специалиста, ну и, конечно же, уже готовиться к своему главному дню. Ну, спасибо, Ирина, что затронули тему макияжа для невесты, ведь у нас сегодня на нашем проспекте присутствует Анастасия Пахомова, визажист, которая работает именно с невестами и не только, да, и сегодня... В нашем эфире она подготовит у нас модель Марию Пичкур именно к свадебному макияжу, к свадебной прическе. Здравствуйте, Анастасия. Расскажите, пожалуйста, самые актуальные тренды, что сейчас популярно для невест, какой макияж, какие прически? Здравствуйте. Лицо – это зеркало души. Так как мы сегодня будем преображать невесту, мы должны обязательно подчеркнуть нежность, красоту невесты, дать постельные тона. Бывает, девушки якутской внешности, да, азиатки, им лучше идут матовые тени, а славянской внешности, вот это надо, каждый визажист должен понимать, то, что можно давать, нанести такие тона перламутровые, жемчужные, это будет подчеркивать цвет глаз и, конечно же, контурирование лица.
То есть сегодня вы нам примерно это все продемонстрируете, да? Да. Мария, расскажите, пожалуйста, а вы у нас уже замужем или еще пока только готовитесь к этому? Ну, можно сказать, что готовность. Готовитесь, то есть для вас это вообще актуально, да? Попробовать Да. такой макияж прямо сегодня. Ну что ж, я не буду вас отвлекать, дорогие мои. Присаживайтесь, пожалуйста, за свое рабочее место. Удачи. И в конце эфира, дорогие телезрители, мы обязательно посмотрим, что же у нас получилось. Ну и следующий вопрос, о чем задумывается каждая невеста, помимо макияжа и прически, это свадебный букет. И, конечно же, свадебный букет, он должен быть уникальный, он должен быть эксклюзивный. И также необходимо обязательно обратиться к специалистам. И один из таких специалистов, который работает в нашем городе много лет, сегодня на нашем проспекте. Здравствуйте, Елена Гнездина. Елена Гнездина у нас владелец салона флористики «Город цветов». Добрый день. Расскажите, что же такое букет невесты, какой он должен быть? И все-таки люди у нас придерживаются стандартных каких-то идей сейчас, вот белые цветы, белые розы, лилии, или все-таки 21 век на дворе, и у нас невесты более креативные? Да, сейчас время изменилось. Я как бы на цветочном рынке работаю очень давно. Раньше люди белая, розовая. Как бы свадьбы были все похожи друг на друга. То сейчас все стараются, наоборот, выделиться. Разнообразие букетов вообще очень-очень разное. Даже вплоть, что сейчас букеты делают из овощей, из фруктов. Ну, это как бы уже другая тема. Вот. Самый важный вопрос в подборе букета – это за какое время его заказать. Вот именно, потому что обычно невесте совершенно не до этого, она бегает, занимается всем, но только не свадебным букетом. Мнение эксперта в этом плане, когда невеста должна подумать о свадебном букете? Да, вот это тоже, этот момент меня очень беспокоит. Это один из самых главных моментов, что невеста должна, вернее, никто никому ничего не должен, когда невеста приходит, подает заявление в ЗАГС и сразу начинает думать, как пройдет ее свадьба. И почему-то флористику всегда оставляют на самый последний момент. Хотя, с другой стороны, букет невесты – это тоже очень важный атрибут, так как ты везде на фотографиях будешь с этим букетом. Естественно, надо подойти К выбору. да, пораньше, за месяц, ну, минимум за 2 недели нужно прийти и сделать заказ. Очень многие невесты, конечно, выбирают сразу же, сейчас у нас время интернета, конечно, все смотрят букеты в интернете и приходят уже к нам практически с готовыми вариантами. Да. То Вот, есть да. это вам упрощает, в принципе, работу? Ну, все ли идеи не- возможно воплотить в жизнь Вот в нашем да, городе? сейчас, да, все. Опять же, вот этот самый главный момент, чем раньше вы начнете это заказывать, тем лучше это все воплотится в жизнь. Ну, кстати, немножечко вернемся в прошлое. Когда моя была свадьба лет 5 назад, я обращалась, кстати говоря, именно в ваш салон флористики, но тогда выбора было совершенно мало. Были, по-моему, только так актуальны розы, хризантемы. А сейчас порой увидишь такие цветы и задумываешься, живые ли они на самом деле, да? Вот что сейчас используют вот вообще для оформления залов, вот именно живыми цветами? Какие цветы сейчас самые популярные в оформлении? Но сейчас вообще очень популярны пионы. Почему-то люди у нас, ну, они на самом деле очень красиво смотрятся, очень шикарные ароматы имеют. Но вообще использовать можно любые цветы в оформлении. И вообще вот тоже очень важный момент, это лично мое мнение, то, что люди хотят подобрать цветы там, к оформлению зала. А вот мое мнение, что цветы должны выделяться, на то они цветы, они как бабочки, они как... Не знаю, люди должны зайти, увидеть и ахнуть. А если оно будет все в тон, там, ну, непонятно, цветы это или просто оформление. Как бы вот это вот мое личное мнение. И у вас рядышком есть Ну да. прекрасный букет. Расскажите буквально, из чего здесь? Я вижу пионы. Да, тут вот пионы, сочинские, кстати, пионы вот первые пошли, наши российские. Значит, кустовая роза, присутствует роза, гиперикум, вот, ну, как бы цветы, альстромерия, цветами. Еще самое важное, вот всякие вот эти вот штучки, как бы это называется изюминки. Вот, допустим, такие штучки, скариоза называется. Вот тоже вот Это сразу. изюминка букета. Ну, типа изюминка, да. Итак, дорогие телезрители, как жаль, что вы не можете ощутить весь аромат, который присутствует у нас сейчас на проспекте. Всего лишь из-за одного наличия вот букета, всего одного букета, а в студии аромат у нас прям неподражаемый, да? Елена, скажите, вот многие, наверное, люди боятся оформлять вообще залы именно живыми цветами. Почему? Потому что боятся, что они не простоят весь вечер. Здесь что можно порекомендовать, может быть, или все-таки вы гарантируете
при Ну, оформлении зала? за свои салоны, за работу своих девочек я даю стопроцентную гарантию, что до конца вечера все простоит. Если работы много, ну, объем большой работы, то мы это все потом и упакуем, что люди еще все это увезут домой, еще их это будет радовать. Вот. Но то, что это цветы живые, конечно, они все равно гибнут. Там просто люди почему-то думают, что они там, сколько они должны стоять. Ну 3 дня это, мне кажется, этого вполне достаточно, да. Елена, а вот такой у меня еще возник вопрос. Многие невесты, возможно, желают покреативить на своей свадьбе и, допустим, оформить зал, ну вот, допустим, чисто ромашками. Или, допустим, только голубыми розами или синими розами. Есть ли такая возможность сегодня именно в нашем городе? Потому что все-таки географическая отдаленность, она играет роль, да, у нас не выращивают здесь таких замечательных эксклюзивных цветов. Есть ли возможность эксклюзивного именно оформления зала? Вот мы опять приходим к тому же вопросу. То бишь надо заказывать заранее. Конечно, можно любой каприз за ваши деньги, как говорится. Ну, вообще оформление цветами на самом деле это дорогое удовольствие. И получается, если много цветов, нужно заказывать их заранее. Дело все в том, что мы говорим о нашем городе, у нас дальний регион, мы должны заказать. И получается еще самый важный момент, чем раньше вы закажете, тем дешевле это может вам обойтись, потому что мы можем напрямую заказать с Голландии, с Эквадора. Если за 2 недели, то как бы такая возможность тоже в нашем салоне, по крайней мере, Есть такая присутствует, возможность. да. Елена, вы работаете на рынке уже очень много лет, да? Очень Ну, много. очень много лет. И ваши любимые цветы? Ну, розы. Розы, как примитивно все, да? У владелицы салона флористики самый любимый цветок – это розы. А может быть, вспомните самый… Ну, пионы, я еще люблю Пионы, пионы. любите Да. пионы. Может быть, вспомните самый уникальный букет. И вот в вашей памяти что всплыло первое? Вот за такой многолетний опыт работы. Ну, не знаю, как уникальных, было очень много букетов разных и всяких разных. Вот раньше просто… вообще, когда я начала работать с цветами, слова флористика еще не было. Вот, и самый уникальный букет это я делала на свадьбу своей дочери. Дочери на свадьбу. Все-таки дочери на свадьбу уникальный букет сделала мама, да? Ну что, спасибо большое, дорогие телезрители, не переключайтесь. Мы увидимся с вами сразу после короткой паузы. Оставайтесь с нами. Это «Проспект Весна». Мы продолжаем эфир, и сегодня на нашем проспекте интересная тема обсуждается, это тема свадьбы. И в нашей студии сегодня гость Ирина Камионка, замдиректора журнала «Свадебный Якутск», и Мария Янушевская, креативный директор журнала. Девушки, вот пока была реклама, у меня возник такой небольшой вопрос. Многие молодожены, ну не многие, а, наверное, практически все регистрируют свой брак в ЗАГСе. Да. А есть ли в нашем городе иные альтернативы? Конечно, сейчас набирают большие обороты выездные церемонии. Это очень красиво, это на природе, на пирсе. Можно украсить по своему вкусу, и текст любой придумать, клятвы, пригласить своих близких и родных в неограниченном количестве. В общем, полет фантазии не ограничен. Это очень здорово, очень Это более красиво. такой европейский, да, вариант Да. регистрации именно Ну да, торжественной? конечно, все пришло с Европы, касающееся церемонии выездной. И как раз-таки одним из популярных и знаменитых мест в нашем городе это гостиничный комплекс «Ренабо», где можно провести церемонию на пирсе красивую, и банкет небольшой сделать, и также сборы невесты. Итак, у нас есть небольшой сюжет как раз про гостиничный комплекс «Ренабо». Смотрим. Зачем вам делать свадьбу, как у всех? Зачем терять время и деньги на поиск услуг, цен и залов? Ведь теперь все это есть в одном месте. Ренабо. Престижный гостиничный комплекс с красивейшим пирсом для выездных регистраций. С королевскими, удивительно роскошными номерами для молодых. С банкетным залом и рестораном от 2000 рублей на гостя.
сауной класса люкс и просторным бассейном молодоженам в подарок. Шикарный мангальный для шашлычных вечеринок. С великолепным меню от московского шеф-повара. И самое главное, с загородной природой и свежим воздухом. Первая Борисовка, 41, корпус 1А. Звоните сейчас 40 33 77 24 44 55. Ренабо. Все, что нужно для ярких свадеб. Итак, на этом проспекте мы сегодня поговорили уже о том, как подготовить невесту, внешний вид ее. У нас работает визажист. Мы поговорили с вами о свадебном букете, да, девушки? В принципе, практически выбрали банкетный зал. Следующий вопрос: как же оформить банкетный зал? Куда стоит обратиться? Ведь сегодня в нашем городе, очень много, да, именно компаний, которые занимаются оформлением зала. Вот ваше мнение как эксперта, куда обращаться и как? Оформление уже за последние пару лет шагнуло далеко вперед. Очень много разнообразных тенденций, направлений. Но всегда нужно выбирать проверенного, опытного оформителя, который знает свое дело и подскажет, найдет индивидуальный подход к каждой невесте и учтет все пожелания каждой пары. Да? Вот сегодня мы представляем дизайн-студию «Дива», которая работает с нами, сотрудничает уже много-много лет. Мы очень довольны ее работами. Всегда это что-то новое, оригинальное. И всегда приходит к нам на помощь в наших мероприятиях, в оформлении наших мероприятий. Очень здорово. Легко всегда работает. Видно, что человек с опытом. То есть вы рекомендуете? Мы Конечно. рекомендуем. Свадебный Якутск рекомендует. Самое главное – это опыт, чтобы специалист мог уловить твое желание. Итак, зал у нас оформлен. Примерно мы выбрали даже где. И теперь, конечно, самый главный вопрос. Это вот просто грандиозная проблема для каждой свадьбы. Это выбор свадебного платья. Что вы здесь можете посоветовать нам, Ирина? Но на самом деле свадебная мода не стоит на месте, так же, как и все остальное. И в последнее время все именитые дизайнеры предлагают невестам новые материалы, новые фасоны, также новые оттенки платьев, такие как розовый, мятный, пудровый цвет и капучино. Как раз-таки вот у нас представлено платье капучино. Все платья от свадебного салона «Фантазия», который на протяжении 7 лет уже работает с нами. Тоже мы с ними постоянно сотрудничаем, постоянно работаем. И свадебный салон – один из первых салонов, которые поставляют, предлагают нашим невестам новинки и новые тенденции свадебной моды и вечерней моды. То есть современная невеста все-таки уже больше уходит от классики белое фата, белое платье, а может выйти даже на свадьбу вот именно в таком красивом мятном платье, верно? Ну, может, конечно, да, и в мятном выйти, но это платье у нас представлено вечернее. Подружка невесты, Подружка может, невесты, невесты, допустим, да. да? Я вот тоже в мятном платье сегодня, кстати, тоже от магазина «Фантазии». Капучино, и там тоже представлено платье, оно не белое, не чисто белое, хотя казалось бы, что на первый взгляд выглядит белым. Этот цвет более выгодный для лица, невеста выглядит в нем более благородно, не съедает белый цвет, не съедает камера. Вот многие фотографы говорят, очень выгодно, когда платье не чисто белое, а вот именно с какими-то оттенками шампанского, капучино, там. Девушки, ну я знаю, что у вас одно из самых грандиозных мероприятий, которое прошло буквально недавно, но еще, кстати, будет, это «Свадебный экспресс». Что же это такое? Это новый формат знакомства будущих молодожен со специалистами свадебной индустрии. Это очень интересно. Мы вместе с молодоженами едем на автобусе, знакомимся с банкетными залами, и там ждут фотографы, оформители, ведущие. И все это они в диалоге знакомятся и свое мнение, представление о специалистах составляют. И у нас есть сюжет про то, как же прошел «Свадебный экспресс». Давайте посмотрим.
Итак, ну что ж, наш уважаемый визажист Анастасия подготовила модель нашу Марию Пичкур. И расскажите, что же мы буквально за 15 минут успели сделать. Итак, давайте, расскажите немножечко. Ну, зацените. Вы видите, как Мария преобразилась. Она сама очень прекрасна. Я просто подчеркну ее прекрасные глаза. У нее зеленые и контурирование лица, как уже повторяюсь, да? Могу сказать то, что невеста удалась, и она готова к свадьбе. Невеста готова к свадьбе, еще Да. прекрасный букет, такой яркий, насыщенный, ее еще добавляет ей красоты. Итак, ну вот она невеста, красавица, спасибо большое. Девушки, возвращаемся к вам, время нашего эфира ограничено. Я знаю, что вы хотите обратиться к телезрителям, именно к любителям вообще моды, возможно, к молодоженам и вообще к людям, которые просто следят за свадебной жизнью в нашем городе. Да, это действительно так. Мы хотим, во-первых, пригласить всех, кто готовится сейчас к свадьбе, кто только планирует свое свадебное торжество, посетить наш свадебный экспресс, уже 3-й по счету, который придет в середине мая. И все подробности можете увидеть, узнать на страницах журнала «Свадебный Якутск», который продается во всех книжных маркетах, во всех филиалах, и также на странице в Инстаграме «Свадебный Якутск». Вот. Ну и, конечно же, если у вас скоро свадьба, то вам с нами по пути. Приходите к нам на свадебный экспресс. Итак, все телезрители, пожалуйста, обратите внимание на то, что свадебный экспресс пройдет у нас в середине мая. Да. А подробности вы обязательно можете узнать о подробностях свадебного экспресса в журнале, а также в соцсетях. Я знаю, вы активно работаете по пропаганде своих вот этих акций, да, в соцсетях. Девушки, а покажите журнал еще раз, чтобы мы воочию видели, как он выглядит. Вот так вот выглядит журнал «Свадебный Очень Якутск». много интересного внутри и полезного. И просто посмотреть свадьбы, которые прошли в прошлом сезоне, вдохновиться. Ну и выбрать, конечно, специалиста. Как Всё часто можно на выходит странице. вообще журнал «Свадебный Якутск»? Журнал выходит 1 раз в 3 месяца. То есть практически сезон. Можно наблюдать и вдохновляться. И если есть какие-то интересные идеи, мы ждем. Мы открыты для диалога, для того, чтобы мы могли рассказать именно то, что интересует наших невест. Мы приглашаем всех наших невест стать соавтором журнала для каких-то идей. Вот видите, дорогие Здорово. телезрители, вы можете принять активное участие и попасть вот в такой интересный свадебный журнал. Ну а на этом время нашего эфира подходит к концу. И хотелось бы, чтобы вы, девушки, пожелали что-то будущим семейным парам. Вот именно свадебный Якутск, пожелания от свадебного Якутска. Ну, мы в первую очередь желаем вам, конечно же, любви, благополучия и гармонии. Ну и, конечно же, сбычи всех ваших мечт. Я Застеснялись. растерялась. Растерялись. Итак, спасибо большое, дорогой уважаемый журнал «Свадебный Якутск», что посетили наш проспект. Я надеюсь, что мы помогли нашим телезрителям, возможно, в подборе наших платьев, возможно, при выборе макияжа. И также я надеюсь, что все-таки наш проспект сегодня помог многим из вас хотя бы вдохновиться вот этой атмосферой свадьбы, любви и гармонии. На этом время нашего эфира подходит к концу. Мы не прощаемся с вами, говорим вам до новых встреч. На этом же месте, в проспект Весна, всегда рад вами. Встречай весну с нами.